Опа! Привет, друзья! Давненько, на ночь глядя. Приветствую всех. Опа. Да, у меня посадная. Да, она Глаша. Ну что, ребята, время идет. Заказы делается. Так, на следующей неделе обзорчик ножей, который я отправлю. Если есть звук, скажите, пожалуйста, есть. Так, на данный момент строю у себя гараж. Да, он будет мучить сегодня, но ничего. Сегодня тема разговора в прямом эфире весьма странная для некоторых. Да и вообще, почему вдруг так задержка по заказам, по срокам было, надо сказать, из-за чего. Вот. Работал как работал, а так буквально, практически год назад, после Нового года, я познакомился с людьми, очень хорошими людьми. Вот. Все началось, открывая душу, ребят, в прямом эфире. Все началось, помните, мы проводили благотворительные тогдашние конкурсы, помогали детям, которые на операции собираются, которых надо спасать срочно. Собрали всем миром деньги. Помните? Если кто помнит, тот помнит. У меня экран на телефоне сломался. Половина работает, половина нет как-то. Ну ничего. И однажды была такая ситуация, когда мы всем миром помогли одному маленькому человечку. Вот. И как раз тот миг, тот день, когда карантин по всему миру, коронавирус только вошел, ребенок не выжил, умер на руках. Все отказались, вроде деньги все собрали. Корея отказалась, сначала Германия отказалась, потом Корея отказалась. Спустя 9 суток мальчик умер на руках у родителей. Это меня очень сильно тронуло. Да, после этого, несмотря ни на что, днем и ночью все равно старались собрать деньги, да, на других детей, на другую семью. Последний раз, насколько память меня не изменяет, помогли многодетной матери, которая должна была, наверное, поехала. Все Якутии помогли на операцию печени, по-моему. Слухи говорят, вроде все нормально, все прошло, все получилось. Но все-таки душа не лежит, когда так старались, и когда комочек сердца, все равно возвращаюсь на том же мальчике. Все равно думается, все равно вспоминаю. Родителями говорили после этого, соболезнования свои я письменном и по телефону, аудио получается. Соболезнования свои сказал, написал, но все равно не опускала. А сейчас помню. Шло время.
Передо мной стояла задача. Оказывается, деньги, любые деньги не спасают человека. Оказывается, здоровье купить трудно. Возможно, но с потерями. Такие принципиальные, в принципе, глупые вопросы заставили меня задуматься очень-очень глубоко. До тех пор Всевышний АИ не натолкнули на такую ситуацию, на такое время, на таких людей, что я глубоко начал учить истинную, нашу древнюю якутскую веру. Вера в солнце, вера в огне. Ребята, все мы знаем, что есть три мира, правильно? Рай, ну, соответственно, ад, ну и серединный мир, правильно? Три мира. Вот. Всего три слова, три мира. Оказывается, все логично и просто. Древние якуты жили и живут до сих пор с такой верой и такими правилами неписанными, и такой трудно сказать, что наукой, это не наука, а истинная, конкретная, только единственная. Вот, к ним обратился буквально. И они окружают нас всех, даже вас, моих зрителей. Но мы давно-давно о них забыли. В частности, не мы, наши деды, прадеды пользовались, а мы уже, нынешняя телефонная нация, забыли. Шло время, открылись новые чувства, открылись новые возможности, скажем так. Человек стал думать шире, стал думать глубоко. В чем причина, почему? Иногда бывает, пьяный человек упадет сверху вниз, все скажут по делам, потому что пьяный. Правильно? Ну вот такие логичные ситуации в реальном мире, в серединном, происходят до сих пор. Значит, причина в чем? В алкоголе? Нет, не в алкоголе. Да, алкоголь имеет, конечно, свой процент. Правильно? Вот. А на самом деле, если покопаться глубоко-глубоко, ну не так уж глубоко по идее, то сразу обнаружишь, что это отнюдь не так. Да, славянские народы все знают такое слово порча, там, сглазили и так далее, и так далее. Но у нас, у народа Саха, такого есть, наверное, но не всегда. Наверное, есть маленько. В общем, я решил и стал изучать. Тем не менее, заказы лежали, ребята, извините еще раз. Стал думать, стал встречаться с другими людьми с помощью аудио-видеозвонков. Вот. И с полной уверенностью могу сказать, в данный момент могу сказать, так, ну это, если рассказать на 1-2 час, реально не входит, но смысл-то, в общем-то, очень простой. Далеко ходить, как говорится, не надо. Немножко забегая вперед, стали помогать людям.
нетрадиционный метод. Вот. Есть высшие силы 90%. Вот. И результаты пошли. Результаты мы-то знаем, по идее. Почему я говорю не от чисто от одного, потому что нас несколько. Вот. Стали помогать людям. Так, ну, дистанционно получается, да? Человека узнают, знают. Сначала человек говорит свои координаты, отправляя фотографии. С помощью некоторых манипуляций ребята узнают. Это не компьютерщики какие-то, а совсем иные. Слишком большие слова, громкие озвучат, поэтому корректно объезжаю. Вот, узнают, вот, и сразу же смотрят здорового человека. Оказывается, здоровых людей на Земле нет. Оказывается. Ну, после Нового года будет почти год. Вот. Здоровых 100% здоровых людей, оказывается, нету. И все чем-то больны. И в этом, в некотором роде, виноваты мы сами, ну, большинство процентов. 30% то, что мы потребляем, еду, вот сюда засовываем, хаваем, пьем. Это, ну, всем известно, тотальное отравление. Вот. И что странно, остальные 70% зависит от наших предков. Если человек на серединном мире делает то, что плохое, что-то нехорошее, предки смотрят вверху вниз и сразу совещаются: ну что, будем наказывать? Давай. Посадили на коляску. Какая-то ситуация, ДТП и так далее. Это не порча, это не сглаз, а именно сами ваши предки наказывают своих внуков. Почему? Ну, в старину все делали ради людей. Правильно? Пастух специально за бараном, например, за коровами смотрел, за лошадьми. Ради кого? Людей. Пекарь хлеб испек. Собрал пашни специально ради людей. Правильно? И так далее, и так далее. Лесоруб, чтобы было тепло. Строитель, чтобы строил дома красивые, высокие на века. До сих пор стоят и будут стоять. Для чего? Ради людей. Ради нынешнего поколения. Ради внуков и так далее. После этого этот родимый внук сядет на Геликваген золотым калашом и по Тверской гоняет до первого столба. И вот приключение начинается. Потом человек думает, когда ему становится больно, физически и психологически, сразу обращается к чему-то. Ребята, что я сделал, что я виноват, я такой мягкий, пушистенький, а почему вдруг? Ребята там серьезные некуда. Они тебя не только обругают, но и еще раз лишают средств передвижения, то есть ног или рук. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. До тех пор, когда ты поймешь, извините, оказывается, я живу не своей дорогой, я иду не своей жизнью. Это не мое, оказывается.
Вот таким способом каждого человека любая ситуация приводит к ровной прямой линии, чтобы жил справедливо. Справедливо. Вот. В принципе, и все. Если твои предки вероятные охотники, а твой внучок оказывается хакер, никогда не был в природе и так далее. Ситуации-то разные. Вот. 99% на Земле живем не так. Как надо, как хочется, две разные вещи. Как надо, типа надо. Так и стремимся. Нас должна быть машина, да. Крутой там, я не знаю, одежда, телефон. Да, это надо. Вот. А так хочется, да, я хочу еще крутую машину, еще крутой, я не знаю, там телефон и так далее, и так далее. Совсем другое. Вот. На самом деле человек хочет чего? Не знает сам. Сам даже не знает, чего он хочет. Потому что в древности потеряли своих корней, забыли. Сейчас спросите у своих детей, пускай и взрослых. Дедушку, бабушку поименно знают полностью, имя, отчество. Если знают день рождения, пускай скажут. Поздравляю, если оно скажет. Если знают, когда они поженились, дату скажите. Об этом уже затрудняется. Откуда родом? Чем занимались? Мало кто знает. Если все знают, молодец. Тогда спросите про дедушку, про бабушку. Вот тут и начинается проблема. Никто не знает. Буквально все. Ты знаешь? Молодец. В общем так. Так, ну, обучались и будем учиться. И хотел бы остановиться. Имеются силы, которые в этом серединном мире невозможное делают возможным. Это, как догадались, невидимые силы. Это не сатанисты, а наоборот, вся сила святых оттуда. Вот. И ихние силы каждому человеку имеется маленькие. Но если его развивать, то его становится много и хочется поделиться другими. Например, я пытаюсь вам и объяснить, хотя это мне очень трудно. На родном бы получилось бы гораздо легче. Вот. Так, ну, компания сказать трудно, что наша компашка занимается другим делом, но результаты, не будем сказать, ну, скажем так, группой, да? Группы лист, результаты радуют людей, да, есть 1 из 7 реально пользуется, реально выздоравливает, реально ходят, бегут, рожают и так далее. Вот. Я имею в виду здоровье человека. Вот. А остальные 6 попользовались, забыли. А остальные еще, те, которые оставшиеся, 2 или 1, они считают совсем другими известными словами. Шарлатаны. Что они дали? Ничего не дали. Просто это не опыты, а уже реальные, из реальных результатов, скажем так, статистики. Так вот, ребята, кто видел это видео,
Ну, потом посмотрят терпеливые. Если хотите, телефончик есть. По WhatsApp напишите, нужна ли помощь. А эта помощь никому не помешает. Вот, правильно все сказали сейчас. Вот, посмотрим. Здоровье будет на высшем уровне. Ну и потом пойдут видеоролики на другом канале, надеюсь. Перейдем на другой канал, создам другой канал. И там результаты будут. Сначала до, и потом после. Тогда убедитесь сами. Вот так вот. Примерно так. Но хотелось бы рассказать многое. Коли у 8 зрителей нет вопросов, пойду спать. А то уже меня как будто разбудили. По идее 9 я сплю, 5 утра встаю. Сейчас уже без 25 11. Если есть вопросы, задавайте. Коли нет, так нет. Вопросов у матросов нету, видать. Ладно, ребята, в комментариях, что хотите, вопросы, если есть, пишите. По WhatsApp, кому действительно нужна помощь, пишите, там переговорим. У меня все. До новых встреч. До обзора ножей. До свидания.